Режиссер Экрам Нурмехмет, известный съемками об уйгурских героях, был арестован в мае и находится под стражей по неизвестным обвинениям. Уйгурский режиссер Экрам Нурмехмет, арестованный в Пекине в начале этого года, сегодня предстанет перед судом в Восточном Туркестане. По данным правозащитных организаций, 29 мая китайские власти вывезли 32-летнего Нурмехмета из дома в столицу Восточного Туркестана Урумчи, где он оказался в предварительном заключении по неизвестным обвинениям. Нурмехмет родился и вырос в Урумчи, живет в Пекине с женой и маленьким сыном. До переезда в Пекин Нурмехмет в течение 6 лет изучал кинорежиссуру в университете Мармара в Стамбуле. Майя Ванг, заместитель директора азиатского отдела Human Rights Watch, заявила, что уйгуры, имеющие какое-либо отношение к исламу, Центральной Азии или Ближнему Востоку, автоматически попадают под подозрение китайских властей в терроризме. Многие из них были арестованы в ходе кампании коллективного наказания и произвольно заключены в тюрьму без суда. Делегация индонезийской общины Масджид, посетившая Восточный Туркестан по приглашению Китая, поддалась лживой пропаганде. По данным агентства пропаганды Китая, сеть Годдаг 19 октября по приглашению Китая Восточный Туркестан посетила делегация индонезийской общины Масджид. Китайские власти привезли группу индонезийских священнослужителей в центральные города Восточного Туркестана, такие как Урумчи, Кульджа и Кашгар, и устроили им экскурсию по заранее подготовленным местам. Шафрудин Камбу, заместитель главы индонезийской делегации, проигнорировал преследование в регионе, как будто надел розовые китайские очки. Камбу сказал: «Во время визита мы были рады увидеть большое развитие, а также лица людей всех национальностей. Я был глубоко тронут счастьем и улыбками. Утверждение о геноциде Синьцзяне – это всего лишь слухи», сказал он, став таким образом инструментом китайской пропаганды. Министр обороны Ли Шанфу, чье положение вызывало интерес, поскольку он некоторое время не появлялся на публике в Китае, был отправлен в отставку. Решение по Ли было принято на заседании Центрального комитета законодательного органа Китая Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, сообщила государственная телекомпания CCTV. Члены комитета проголосовали за отстранение Ли Шанфу от министерского поста, о замене пока не объявлено. В последний раз бывший министр Ли Шанфу выступал перед общественностью на Китайско-африканском форуме мира и безопасности в Пекине 29 августа. Исчезновение Ли Шанфу и обвинения произошли после аналогичного исчезновения и увольнения бывшего министра иностранных дел Чингана в июле. Министр иностранных дел Китая Ван И направляется в Соединенные Штаты на фоне конфликта между Израилем и Хамасом, ростом доходов в спорном Южно-Китайском море и визита китайского лидера Си Цзиньпина. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин объявила на ежедневном брифинге для прессы в Пекине, что министр Ван обсудит двусторонние отношения с официальными лицами США во время своего визита, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Ван И встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Компания Mitsubishi Motor объявила, что приняла решение прекратить производство автомобилей в Китае и уйти из Китая из-за снижения продаж. В заявлении Совета директоров Mitsubishi Motor указано, что целевые показатели продаж не могут быть достигнуты в соответствии с планом и что производство было приостановлено в марте 2023 года. Японская компания, решившая уйти после переговоров с местным партнером-производителем, может перенести свои производственные ресурсы на рынок Юго-Восточной Азии. По данным BBC, больницы в Газе закрыли службы за исключением отделения неотложной помощи. Министерство здравоохранения Палестины в Газе объявило, что 5791 человек, в том числе 2360 детей и 1292 женщины, были убиты и 16297 ранены в результате атак на Газу. Сообщалось, что 1400 израильтян, в том числе 308 солдат, были убиты и 5132 израильтянина получили ранения в результате нападения из Газы.